Любой музей есть память о веках, творение от начала мироздания. Любое человечество создание в картинах, письменах, стихах. Не принято здесь громко говорить, и строгие глядят с портрета в лица. Ты понимаешь, стоило родиться, чтобы узнать, как мастер мог творить. Приди в музей и насладись, в нем столько важных есть вещей. Душой к искусству прикоснись, зови в музей родных друзей. Открой же сердце красоте, прекрасен каждый экспонат. Поймут искусство только те, кто красоту увидеть рад. Сегодня мы хотим представить вам наш школьный музей имени Магомедова Нурмагомеда Магомедовича. Музей находится в селе Юхаристаль Сулейманстальского района. Село расположено на зеленом пригорке в 3 километрах от реки Стал на высоте 350 метров над уровнем моря. В ясную погоду из села видны снежные вершины Шалбуздага. Версий происхождения села Венистал очень много. Название «Салар» в переводе означает «капли». Это связано с предположением, что когда-то 3 брата обосновались на отдельных бугорках. Эти селения издалека казались как 3 маленькие капли. Венистал и есть верхняя капля. А теперь мы рады познакомить вас с нашим музеем. Добро пожаловать в наш школьный музей Юхаристальской средней общеобразовательной школы Сулейманстальского района. Поколения заменяются поколениями, потомки продолжают историю, обычаи, род предков. Представители нового поколения дают своим детям имена своих предков. В последнее время с карты Земли исчезают отдельные населенные пункты. И если мы позабудем свою историю, новое поколение позабудет свои корни, они перестанут узнавать, откуда они сами. Гордостью односельчан является комплексно-краеведческий музей Юхаристальской средней школы. Он был открыт в мае 1970 года заслуженным учителем Российской Федерации и Республики Дагестан, заслуженным наставником молодежи Республики Дагестан Магомедовым Нурмагомедом Магомедовичем. 21 апреля 1977 года за большую поисково-исследовательскую работу музею был присвоен статус школьного музея, а вскоре получил название «Отличный школьный музей». Магомедов Нурмагомед Магомедович родился в 1930 году в селении Венистал Сулейманстальского района. Окончил исторический факультет ДГУ, в то время педагогический институт имени Сулеймана Старского. Педагогический стаж более 50 лет, в том числе 40 лет на руководящей работе, организатор, завуч, директор школы. В родном селении начал работать с 1956 года. За эти годы им создан один из лучших школьных музеев, который стал центром учебно-воспитательной и туристско-краеведческой работы школы и района. При школьном музее по инициативе Магомедова Нурмагомеда Магомедовича создан телевизионный отряд красных следопытов «ТОКС». На счету музея, ТОКСа и их руководителя более 150 наград. Магомедов Нурмагомед Магомедович является соавтором книг «Юные следопыты» и «Память времени неподвластна». Избирался делегатом 6-8 съездов учителей Дагестана. Много лет являлся общественным методистом Кабинета истории и обществоведения Института усовершенствования учителей. Магомедов Нурмагомед Магомедович, ветеран 317-й стрелковой дивизии, заслуженный учитель школ Республики Дагестан и Российской Федерации, заслуженный наставник молодежи Республики Дагестан. Музей расположен на 2-м этаже школы. Хотя площадь не очень большая, зато там хранится более 6000 экспонатов. Каждый экспонат – это целая история. Начало коллекции музея положил старинный граммофон. В настоящее время музеем руководит учитель русского языка и литературы Шехнабиев Ахмед Мирзоевич. Музей разделен по следующим отделам. Отдел геологии, который состоит из 2 подотделов.
палеонтологического и минералогического. Отдел археологии. Отдел этнографии. Литературный отдел. Отдел «Боевой путь 317-й краснознаменной Будапештской стрелковой дивизии». Музей работает по 4 направлениям. Первое направление – ветераны села Великой Отечественной войны. Имеется большой стенд, где размешаны фотографии ветеранов и тех, кто не вернулся с поля боя. Каждый год учащиеся школы принимают активное участие в шествии «Бессмертный полк», используя фотографии из музея своих родных и близких. В настоящее время в селе, к сожалению, не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной войны. Зато в селе живет блокадница Магомедова Жанна Александровна. С ней мы держим тесную связь, часто ходим к ней в гости и поздравляем с праздниками. Второе направление – гордость села. В этом стенде отражена личность, которая известна далеко за пределы не только родного села и района, но и Дагестана в целом. Здесь рассказывается о биографии и жизненном пути славного сына села Юхаристал Яралиева имама Мизамудиновича. Третье направление – учителя и ученики. Здесь собран материал о годах окончания школ и фотографии учеников. Четвертым направлением является подарки и награды музею. Слово предоставляется руководителю музея Шахнабиеву Ахмеду Мирзоевичу. Спасибо за предоставленное слово мне. Конечно, вы многое высказали мне, как являющимися членами ТОКСа, краеведения. Конечно, можно много говорить о Нурмагомеде Магомедовиче, потому что он был талантливым, эрудированным, небесным, всеми уважаемым педагогом. Как мне известно, с малых лет, начиная с 1956 года, я являюсь действительно свидетелем, потому что он являлся нашим близким родственником, братом по матери отца. Они всегда рассуждали о том, что о будущности будущего поколения, как обстоят дела, как воспитать, о создании музея. И вот так в 1956 году они создали небольшой домашний уголок. И так постепенно с каждым годом количество экспонатов стало больше, и оно преобразовало школьный музей. Как вы видите, стал прекрасным, известным музеем в Дагестане и в России. Но это кропотливый ювелирный труд семьи Магомедовых, сельчан, друзей, родственников, школьников, членов ТОКСа. Вот. Как вы все знаете, Дагестан насчитывает 192 музея. Наш музей является одним из первых. Хотелось бы высказать о том, что если о культуре, о духовной подготовленности, о патриотизме, наш уважаемый сельчан имам Яралиев высказал: культура – душа нации. Культура способна примирить и сплотить людей самым наилучшим образом. В обществе с высоким уровнем культуры нет места коррупции, преступности и прочим неприятным явлениям. О культуре мы должны думать в первую очередь. Конечно, все славно, все справедливо, правдиво.
И хотелось бы изречение прочитать нашего уважаемого главы муниципального образования Наримана Шамсудиновича. Познание истории родного края, района, села дает возможность понять, кто мы есть, кто наши предки, что они нам завещали. Лучше оценить прошлое, понять настоящее, заглянуть в будущее, помочь духовному возрождению народа. Да, действительно, это касается и для будущего поколения, нас, наших детей, внуков, правнуков. Эти величественные слова, выражения говорят о том, что будущее поколение надо воспитать в культурном, патриотическом, духовном порядке, чтобы будущее поколение, продолжатели наших мыслей и идей, росли защитниками нашей великой Родины Отечества и стали бы выразителями народного и национального духа, чтобы стали патриотами своей Родины. На этом я хотел бы завершить сегодняшний наш краткий рассказ. Можно говорить в нашем музее много, потому что и экспонатов много. Хотелось бы рассказать вам об этом зубе мамонта. Это зуб мамонта, она весит почти 100 килограмм. Наш директор школы, ныне покойный, Алиев Башир Сулейманович, сын ветерана войны, когда отдыхал в Серноводске, были они на прогулке, там рылась траншея до многоэтажного дома. И когда он проходил, увидел инородный предмет. Оказывается, она оказалась зубом мамонта. Вот. Мы сделали исследование, в Академию наук отправили кусочек от этого зуба. И научно обоснованно доказано тем, что этому зубу несколько тысячелетий. Хотелось второй экспонат нашего музея, очень ценный, древний, как сказать. Она имеет своеобразный свой характер, то есть состав. Некие, хотелось бы немножко рассказать нам биографические данные Раджаба Исмаилова, педагога, писателя, публициста. Хорошим человеком он преподавал мне тоже. Вот, был филологом. Однажды, когда он поехал с своим родственником в поселок Белиджи, сейчас ныне город Белиджи, и вдруг он видел сваленный с машины самосвала известковый камень города Дербента. Там вы знаете о том, что много карьеров. Вот. И вдруг он видел там какое-то инородное существо, то есть камушек. Отломал оттуда с камнями, отбив от кубика, в уголке она лежала. Оказывается, когда мы исследовали, она здесь и видно комбайном прорезана, распилена. И вот окаменевший позвонок сарматского кита. Интересно, об этом мы написали в Академии наук России, даже при советской власти, это было в 1969 году, нахождение этого предмета. Но остальные части, правда говоря, столько искал Нурмагомед Магомедович, но никак не нашел. Даже я, являвшимся членом ТОКСа, тоже был с ним, мы вместе с отцом на нашей машине ездили, но не нашли. Так, хотелось бы, там имеется у нас, как вы видите, перед вами лежит граммофон 1926 года. Этот граммофон был подарен министром образования в тогдашнем времени Алиеву Сулейману Гасановичу за активное участие в воспитании будущего поколения. И по сей день она стоит, правда, она сейчас неисправна. Этим, конечно, очень авторитетно занимались учащиеся этим граммофоном, на свадьбе носили. К счастью, это осталось как бы экспонатом для нашего музея, был передан
сыном Алиевым Баширом. Уважаемые члены ТОКСа, краеведы, вот как вы видите, к нам приехал наш почтенный гость Алиева Афият Сулеймановна. Мне хотелось бы поздравить вас с честь приездом. Ее тоже, она в нескольких форумах выступала, одержала победы. Есть очень много грамот. Даже ихний руководитель мне тоже дали такие прекрасные грамоты о том, что воспитали в нашей школе, что является воспитанницей. Она завершила 5-й курс, то есть окончила педагогический вуз с отличием, с красным дипломом. Желаю вам, ей тоже всех благ, вот, больших успехов в учебе, в работе, дальнейшей процветающей жизни. И желаю процветания нашему музею, желаю, чтобы она поступила в аспирантуру, стала известным человеком. Вот. Сейчас перед вами выступит она, как она участвовала в форуме Машук. Пожалуйста. В первую очередь хочу выразить слова благодарности, спасибо за приглашение. Очень рада принимать участие в мероприятиях, которые проводит наша школа. Память, гордость и честь, неравнодушие, забота и труд – все это привело меня к моим небольшим и большим победам. Считаю, что главное – это не те результаты, которые я достигла за 1,5 года моей добровольческой деятельности, а то, что я получаю знания, интересный факт об истории нашей страны, бесценный опыт дружбы за расстояние, участвуя активно в различных форумах и проектах на региональном уровне и на федеральном. Краеведческий музей, наше всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» — это единая большая семья, которая хранит и помнит историю нашей страны. Ведь мы, нынешнее поколение, это последнее поколение, которое может увидеть тех героев, которые подарили нам мирное небо над головой, наших ветеранов. Хотим сказать большое спасибо им. В заключение хочу подарить моему родному музею небольшой подарок от меня. Это атрибутика нашего движения «Волонтеров Победы», футболка, с которой начиналась моя добровольческая деятельность, и небольшой значок. Спасибо большое. Пожалуйста. Дай Бог вам здоровья, всех благ вам. Спасибо. Как говорит наш руководитель музея Ахмед Мирзович, двери нашего музея всегда открыты. Мы всегда будем рады вашему приезду. Добро пожаловать!